Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Этой осенью якутян ждут самые масштабные выборы за последние несколько лет. По информации Центра избиркома Якутии, в 2023 году в республике запланированы 87 избирательных кампаний. В том числе якутянам предстоит избирать главу республики. День выборов назначен на 10 сентября, и сегодня мы поговорим о ходе избирательной кампании с гостем студии. Это Евгений Федоров, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия. Евгений Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер, Ирина. Ну что, завершился этап выдвижения кандидатов на выборы республиканского уровня. На муниципальные выборы тоже завершена регистрация выдвижения. Да? Каковы итоги? Сколько у нас всего? Да, избирательная кампания нынешняя в самом разгаре. Надо отметить, что 8 июня, в соответствии с требованиями закона, Государственное собрание Илтуман нашей республики назначило выборы на должность главы республики и депутатов Государственного собрания Илтуман. Уже прошло 5 лет. Всего это было буквально недавно, это было в 2018 году. И 9 числа, в соответствии с требованиями, также было опубликовано, официальное опубликование прошло в средствах массовой информации. С этого дня дан был старт избирательной кампании. Мы на сегодняшний день в действительности уже завершили несколько этапов нашей кампании. Это выдвижение и регистрация региональных наших выборах. И на сегодняшний день из 8 выдвинутых кандидатов на должность главы республики мы сегодня зарегистрировали 4. Это Айсен Сергеевич Николаев, выдвинутый партией «Единая Россия», действующий глава нашей республики, Виктор Николаевич Губарев, заместитель председателя Государственного собрания Илтуман, лидер партии КПРФ от Коммунистической партии Российской Федерации, Гаврил Павлович Парахин, лидер Либерально-демократической партии России, и Игорь Алексеевич Борисов, представитель, выдвиженец партии «Коммунисты России». Вот 4 мы уже зарегистрировали. 4 оставшихся выдвинутых кандидата, они вовремя не сдали все свои документы до 26 числа данного прошедшего месяца, и таким образом они лишены были решением Центральной избирательной комиссии статуса кандидатов. Таким образом, мы осенью, наши якутяне будут избирать из 4 кандидатов Ильдархана нашей республики. По выборам народных депутатов нашей республики движение практически закончилось. Именно этот же период 26-го мы имели выдвижение со стороны 10 политических партий, но в конце концов сегодня мы имеем намного меньше представительств избирательных объединений политических партий, которые выдвинули и прошли регистрацию кандидатов. На сегодняшний день мы знаем о том, что после долгих дебатов, почти эти дебаты года 2 шли, 3, когда Айсен Сергеевич в свое время высказал свою модель развития нашего парламента республики, допустил возможность перехода на профессиональную основу, но в декабре прошлого года окончательно была эта дискуссия закончена, и решением парламента нашей республики были утверждены схемы избирательных округов. 35 по одномандатным округам должны избираться народные депутаты, остальные 35 по пропорциональной системе, то есть представительство партии. Таким образом, количество 70 депутатов осталось. И таким образом, на сегодняшний день мы фиксируем о том, что политические партии 6 прошли регистрацию. Это такие политические партии, как «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, «Справедливая Россия», Либерально-демократическая партия, наше региональное отделение, «Новые люди», Якутское региональное отделение, и 6-я партия – это партия «Родина», региональное отделение, которые будут принимать участие в пропорциональной системе, то есть они
будут бюллетени для избирателей, которые мы будем раздавать в сентябре месяце. Они создали также по единому избирательному округу свои региональные группы, создали тройку. И также выдвинули своих кандидатов по региональным территориальным группам. Это по 35. Общей сложности они выдвинули 411 кандидатов. Но на сегодняшний день по разным причинам выбыли также отдельные кандидаты на основании личного заявления в связи с утратой статуса кандидата, ну и также по решению нашей Центральной избирательной комиссии в связи с отсутствием пассивного избирательного права, это когда кандидат не имеет права участвовать в выборах, быть выдвинутым. Таким образом, на сегодняшний день мы отмечаем 402 кандидата, которые будут включены в список кандидатов в данном блоке выборов народных депутатов. Кроме этого, по 35 одномандатным избирательным округам выдвинуто 181 кандидат, представители 9 политических партий. Регистрация у нас продолжается, практически завершается. Мы на 95% регистрацию или отказ регистрации решения свое оформили. Осталось буквально 10 человек, которые мы в ближайшие 2 дня должны принять решение до пятницы завершить этап регистрации. Таким образом, по всем одномандатным избирательным округам обеспечена конкурентность, создана альтернатива. Таким образом, мы, в принципе, готовы провести осенние выборы по выборам народных депутатов нашей республики. Я правильно поняла, что, значит, на 35 одномандатных округов 181 кандидат, Да, да. и еще на 35... 6 партий, которые выдвинули 402 402 кандидата. Да. Там можно по спискам голосовать. Да, там по спискам надо голосовать. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. И, конечно, можно задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы его скачать, надо отсканировать QR-код, который вы видите на экране, и в выплывающем окне можно задать свой вопрос. Ирина, я закончу ответ на ваш вопрос. Ну и наравне с двумя большими нашими республиканскими выборами пройдут 85 муниципальных наших избирательных кампаний. Таким образом, общей сложности, как вы 87. отметили, 87 получается. 9 глав будут избираться. Соответственно, избиратели данных 9 районов будут избирать своих глав муниципальных образований. Это Горный район, Намский, Усалданский, Кобяйский, Таттинский, Верхнеколымский, Устьянский, Ущмайский и Эвено-Бытантайские жители будут избирать своих глав районов. И также пройдут выборы 22 депутатов представительных органов местного самоуправления районов и городских округов, в том числе и город Якутск. Практически мы в каждом районе, получается 22 плюс 9, и получается практически не будет у нас ни одного уголка, ни одного населенного пункта, где мы не охватим своих избирателей. Эти масштабные выборы будут организовывать наша избирательная комиссия республики, и куда входят 35 наших территориальных избирательных комиссий. Мы образовали также еще 17 окружных избирательных комиссий, а 18 мы полномочий передали окружных комиссий на наши территориальные комиссии, 791 участковая избирательная комиссия, то есть вовлечены в организацию проведения данного очень широкомасштабного такого марафона будет более 6,5 тысяч членов избирательных комиссий. Хотел бы отметить, что избирательные комиссии мы сформировали и окружные весной этого года. 6 июня были завершены были формирование участковых комиссий. Мы сейчас активно проводим обучение своих членов участковой комиссии,
вовлекаем реальную действительность дня. И таким образом в ближайшие дни наши участковые комиссии начнут свою работу на местах, а окружные и территориальные комиссии, они, как и мы, уже работают давно. Мгм. То есть, я так понимаю, будет несколько бюллетеней, то есть мы же будем голосовать за нескольких кандидатов, да? То есть вот у меня, как у жителей Якутска, у меня будет один бюллетень на главу республики, один бюллетень, значит, Вилтумен по партийным спискам, второй бюллетень Вилтумен по моему одномандатному округу, и еще один будет бюллетень, еще два будет бюллетеня в Гордуму, правильно? Да. Партийный и одномандатный. Да, правильно? ровно, вы правильно посчитали. Будет у вас, как горожанина, все 5 избирательных бюллетеней. Ну, а у жителей того же Атамайского наслега горного района, у него на руках будет 7 бюллетеней, потому что он будет избирать своего главу наслега и депутатов сельского наслега, совета. Таким образом, вот в каждом районе, в каждом поселении количество будет разниться. Но минимальное количество, вот так оно и будет. А голосование по фактическому месту нахождения избирателя будет организовано? Да, этот механизм простонародье называется мобильный избиратель, когда человек имеет право и возможность голосовать по месту нахождения. То есть я могу в этот день ухаживать за мамой, или я поеду в гости своим родным и могу проголосовать в тех же Кангаласах, да, или в том же Хатасе, или Хатасах, или в Табаге во время рыбалки. Но с этой точки зрения, конечно, требования закона надо соблюдать, потому что мы уже начинаем принимать заявления через МФЦ, через госуслуги, и, соответственно, наша комиссия о том, что человек хочет проголосовать по месту нахождения. Эта форма для нашей Якутии очень удобная, и она очень востребована. Тем более лето, очень многие в Улусах у родни. Но находиться надо в пределах нашей республики. То есть, находясь, быть в Сунтарском районе, можно проголосовать в городе Якутске. А из города Якутска можно проголосовать, будучи прописанным в Сунтарском районе, не только за главу республики, но и там за Сунтарского? Нет, в данном случае, в соответствии с требованиями, человек будет иметь не 5 бюллетеней, как вы, а будет 2 бюллетеня иметь. Это первое, это на выборах главы республики и по единому избирательному округу. То есть по парламенту республики вместо 2 получит 1. Не по одномандатному, а именно за партией. Таким образом получится вот такая возможность. Я бы хотел отметить... Республиканские выборы он сможет участвовать, да. Муниципальных нет. Муниципальных нет, это норма. И одномандатные тоже. Это норма федерального законодательства, не распространяется на муниципальные выборы. Люди об этом должны знать и понимать. Второе я бы хотел отметить в связи с этим вопросом. Она востребована у нас. Мы ни для кого не секрет, что в столице нашей республики достаточно много проживает людей, работают, фактически находятся, проживают, но прописано в своих населенных пунктах. И с этой точки зрения несколько десятков тысяч человек за последние 5 лет, в частности, во время выборов мартовских президента Российской Федерации в 2018 году, через этот механизм мобильный избиратель у нас проголосовало 51 тысяча избирателей в целом по республике. В 2018 году же в сентябре, когда мы избирали ровно 5 лет назад главу республики народных депутатов, эта цифра была на уровне 25 тысяч. Во время выборов Государственной Думы, это был сентябрь 2021 года, такими услугами воспользовались 47 тысяч якутян. Ну вот вы сказали, что для этого нужно находиться в пределах республики. Безусловно. А если человек находится за пределами республики? Ну, прописка у него республиканская? Да, если я прописан, значит, в городе Якутске, но нахожусь я в Санкт-Петербурге или в Москве, в отпуске, или в Калининграде, к сожалению, такой возможности нет. По-моему, вот на выборах в Илтумен была такая, в Госдуму была такая возможность. Ну, потому что вы в пределах одного единого избирательного округа находитесь страны во время президентских выборов. А у нас же вот территории мы же избираем
своих народных депутатов, своего главу Главу. республики. И с этой точки зрения... То есть вот такой- отпускники или там студенты, Да, да, прописанные в Якутске, да. или в Якутии, они не смогут принимать Нет, участие в этих нет, выборах никак? да, нет. Ага. Так, теперь понятно. И вот еще по решению Центральной избирательной комиссии выборы будут многодневными. Вот расскажите, в какие дни будет, как будут работать? Да, Единый день, вроде 10 сентября объявлено. мы имели право в течение 10 дней со дня официального назначения, то есть до 18 июня, принять решение о проведении многодневности и однодневности. Но в целях создания условий удобства для наших избирателей мы последние 3 года очень часто практиковали эту норму в связи с пандемией. И эта форма голосования нашим избирателям понравилась. И мы после долгих разговоров, дебат, консультаций все-таки приняли решение о проведении 3-дневного голосования. Таким образом, избиратели могут прийти в свои избирательные участки 8-го, пятницу, 9-го в субботу и 10-го воскресенье сентября этого года. С этой точки зрения для многих это очень удобно. Не терять, как многие говорят, воскресный день, несколько часов для посещения участковой избирательной комиссии, а после работы в пятницу или удобное время выходных 2 подойти и принять участие в голосовании, отдать голос за того или иного кандидата. С этой точки зрения данная форма многодневки, она максимально используется сегодня в разных субъектах нашей Российской Федерации. Ну, надо говорить о том, что весь мир меняется, избирательное законодательство постоянно меняется. Мы ощущаем и видим, если я был молодой Евгений Федоров и голосовал ногами, руками сегодня, я имею возможность использовать во время избирательной кампании очень много цифровых сервисов, которые мне удобны. С этой точки зрения подавать заявление электронно, собрать подписи за поддержку того или иного кандидата, имеет право использовать возможности государств, госуслуг портала. Очень много материалов мы сегодня видим и читаем, если у кого есть личный кабинет в госуслугах. Почти у всех есть. Да, он, в принципе, открывает, читает: «Здравствуй, Евгений Федоров, у вас такие-то выборы», перечисляет тех кандидатов, показывает, где находится ваш избирательный участок. С этой точки зрения, конечно, очень удобно. То есть там тоже можно? Да, я там могу пойти, найти, вот я на Набережном живу, открываю 33-й школы. Но все равно нужно ногами дойти до 33 школы, правильно? Безусловно, То есть ногами доходишь, то есть но не- информацию всю получаешь там. Но вопрос вы все-таки подводите к тому, что дистанционно-электронное Да, голосование, дистанционно-электронное которое могла бы позволить, да, в действительности... Мы же самый IT-регион. Да, мы крутой регион, но мы пока воздержались из-за той ситуации, которая у нас есть в наших северных районах, где отсутствует практически интернет в 13 районах. Она ежегодно, ежемесячно сокращается. Я сегодня, правительство и глава республики очень активно работают по прокладке оптоволокна, развитию интернета. Я думаю, что в ближайшие годы, через пару лет, эта возможность будет реальна для нашей республики, и мы сможем похватить и провести дистанционное электронное голосование здесь, в наших То есть мы не хотим предоставить возможность проголосовать электронно тем, кто может, Да. а хотим дождаться, когда мы будем Мы все хотим охвачены быть равны. Мы широкополосным. с вами, горожане, равные. ни в коем случае не должны отличаться от колымчан, которые не имеют такой возможности. С этой точки зрения было такое принято решение, и я думаю, что вполне разумное решение. Ну, если с теми, кто находится за пределами республики, понятно, то есть те, которые, допустим, в зоне СВО сейчас служат, тоже не смогут принять участие? Нет, по спецоперации зона. Там, в принципе, недавно принята законодательная инициатива, закон принят, и мы сегодня, избирательной комиссии республики, проводим большую работу по созданию условий для реализации избирательных прав тех ребят, которые находятся в зоне. Это, в первую очередь, мобилизованные, это контрактники,
их несколько тысяч человек. Ну и не забывайте о том, что там достаточно много добровольцев, которые ушли. И, с другой стороны, есть достаточно много командированных людей, и мы осенью в обязательном порядке постараемся максимально охватить всех желающих, принять участие в данных выборах осенних. Но еще раз повторяю, это будет вопрос идти опять о региональных наших выборах, республиканских, на выборах главы республики первое. И второе – это по единому избирательному округу, то есть по партийным спискам, партийным спискам, да. Ага, но у них будет такая возможность? Да, будет однозначно. Мы приложим все усилия, чтобы это обеспечить. Ну, одной из особенностей нашей республики является то, что у нас большая категория избирателей находится в труднодоступных местностях, да, и каждый раз там показывают, как добираются там с урной до метеорологов, оленеводов, добытчиков полезных ископаемых, да, очень стеснительно кочки, коневоды, вот как они там будут, как они будут голосовать? Да, это специфика нашей республики. Я всегда вот среди коллег общения всегда на эту тему говорю, впечатляю, как наши члены участковой избирательной комиссии добираются за сотни километров до своих избирателей на гужевом транспорте, на тракторах, на вертолете, на моторных лодках, на себе, как бурлаки, да, вот говорят. Шутим мы иногда, вот девчонки наши же таскают, значит, вот, в местах, где не очень большой уровень воды, да, вот лесах, значит, наших... Там была какая-то история, как чуть ли не медведь гнался за лодкой. Да, была такая история, вот история нашей избирательной системы, когда вы медведя видели. Вот. Да, мы и в этом году организуем, я очень благодарю вот, народных депутатов, правительства республики, что в бюджете нашей избирательной кампании заложили возможность максимально охватить таких людей. Мы намерены несколько тысяч человек охватить, порядка 8 тысяч человек наземным способом охватить избирателей, и больше 1500 человек, которые мы охватим авиационным принципе транспортом, вертолетами, о чем вы говорите. Там не только оленеводы, но там есть действительно метеорологи, к которым можно добраться только авиацией. И таким образом мы вот эти цифры, которые перед собой поставили, если погода позволит, безусловно, летная. В 2021 году были очень сложные метеоусловия, пожары были достаточно серьезные в отдельных наших районах. Конечно, мы все те плановые показатели, которые перед собой поставили, не смогли выполнить. Поэтому ежегодно мы в среднем на уровне 7-8 тысяч избирателей охватываем именно вот той формой, о чем вы только что сказали, находящиеся в труднодоступных и отдаленных наших местностях. Ну, а чтобы, опять же, равные условия у всех. Безусловно, безусловно. Ну и также вот эти вот выездные, как обычно, к маломобильным гражданам, да, по заявлению могут выехать. Да. Последнее время, особенно вот последнее время этим методом начали использоваться не только наши пожилые, она причина обязательно должна быть. Мы раньше всегда требовали причину, сейчас она намного расширена. По уважительным причинам любой избиратель может вызвать, так сказать, голосовать на дому. И такой показатель, ну, в среднем по республике у нас голосует порядка 30-35 тысяч человек именно на дому. И этот показатель ежегодно растет. А вот если говорить про сбор подписей, да, если ты идешь как кандидат, который собирает подписи, а не от партии выдвигаешься, то сколько нужно вот этих вот подписей собрать? Ну, требования разные. Вот. Подписи собирать всегда сложно. И в данном случае мы часто попадаем в ситуацию, когда те или иные кандидаты, которые не смогли собрать подписи в свою поддержку, ругают или нас, или тех же избирателей, которые неправильно поставили, или еще что-то.
Но требование такое, что по каждому избирательному округу, по каждому уровню выборов он показатель разный. На муниципальных выборах необходимо собрать подписи 0,5% поддержки. В данном случае вот наши главы, которые самодвигом пошли, самовыдвижением, они собирают порядка 50-100 подписей. Или те же наши кандидаты в городскую думу, Якутскую городскую думу, которые сегодня активно наверняка посещали места проживания наших избирателей и собирали в отведенных местах, где происходил сбор подписей, они где-то за каждого кандидата в городскую думу надо было в среднем 60-70 подписей собирать. Это все зависит от численности каждого конкретного избирательного округа. В данном случае, в Центральном избирательном округе может быть на пару тысяч больше избирателей, а вот, например, в пригородном может быть чуть меньше, поэтому чуть разнятся, поэтому я такую цифру говорю. Но 60-70 подписей это не так, в общем, это на уровне муниципальных Ага. выборов. На уровне республиканских выборов там показатели большие. А да, кстати, на муниципальных выборах партии, например, вот, в частности, вот вчера одна из партий политических по партийному списку сдала в городскую думу, имеется в виду нашей территориальной избирательной комиссии, больше 1000 подписей, 1100 с лишним подписей для того, чтобы пройти регистрацию. Это вот на муниципальном уровне. На республиканском уровне там показатели тоже другие, но 3%. Там чуть-чуть показатель чуть другой, но вот считайте, если в одном из избирательных округов по выборам народных депутатов 20 тысяч, значит, 20 тысяч избирателей, значит, 3% это мне надо собрать 600 подписей для того, чтобы иметь возможность подать документы на регистрацию. Но их же можно было еще и через госуслуги собирать, да, подписи? Да, госуслуги такая возможность есть. Мы еще 3 года назад, 2 года назад, почти 2,5 года назад, значит, ввели в законодательном порядке через наших депутатов, рассмотрели, утвердили возможность сбора подписей через портал госуслуг. Я знаю, что 2 наших кандидата на народный депутат республики пользовались этими услугами. Несколько подписей они собрали, каждый по 9. Но в конце концов они к нам отведенные сроки 26 числа не представили необходимые документы для регистрации. Таким образом, были они нашим решением лишены статуса кандидатов. А вот за прошедшие 5 лет после проведения республиканских выборов ряд изменений был в законодательстве, да, нарезка округов изменилась, и количество общественных наблюдателей увеличено от 2 до 3 человек. То есть это, получается, у нас в стране так много людей с активной гражданской позицией, которые хотят быть общественными наблюдателями, или мы просто сами хотим повысить их число? Нет, почему? Очень активные, с этой точки зрения удобно. В течение 3 дней голосования больше наблюдателей. И мы, избирательная система, всегда стремилась к чистоте, прозрачности. И с этой точки зрения мы приветствовали только такое нововведение. И, безусловно, представляете, мы с вами сказали, что в городе Якутске будете 5 бюллетеней получать. В Вилтумени 6 политических партий. Безусловно, они своих наблюдателей дадут, 6 наблюдателей. Плюс еще наблюдателя от кандидатов 4 на должность главы республики. Уже 10 стало. Плюс еще одномандатник городскую думу, соответственно, даст. Тоже еще. Тоже. Но, в принципе, может быть даже теоретически до 20 наблюдателей, которые будут смотреть, как идет процедура голосования. Но мы этого не боимся, мы только рады, потому что наша избирательная система, наша российская, сама себя вычищает и нуждается в том контроле и избавлении от
того стереотипного подхода о том, что ну, там, нехорошее дело делается на избирательном участке. Хотел бы отметить, что для избирателей, хочу и для вас сказать, что вот наши участковые избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии, любая избирательная комиссия, даже вот в системе на уровне нашей республики, они формируются за счет представительств политических партий. Вот в составе наших участковых комиссий 791 человек, 6347 человек, половина из них представляет интересы политических партий. У нас в Центральной избирательной комиссии 14 человек, 7 представителей разных политических партий. Представляете, какая может быть, в принципе, там дискуссия, какие могут быть убеждения. Но с этой точки зрения, конечно, вот сама организация структуры, системы избирательных комиссий так таковой, в принципе, подразумевает честность и чистоту любой избирательной кампании. У вас сегодня жеребьевка состоялась для размещения Да. кандидатов и партий в бюллетенях? Да, мы первую жеребьевку сегодня провели. Вот, члены нашей комиссии, в соответствии с нашим решением, дали возможность каждой представителям политических партий 6 достать конверт и выбрать номер, под каким номером они будут располагаться в избирательном бюллетене. А для чего это нужно? Ну, это требование закона. А Ну, на выборах... чтобы никто-то не написал там номер 1, типа... Не, ну в данном случае вот, ну, такое требование открытое, честное, правдивое. Но на выборах главы республики у нас пойдет по алфавиту. Если я Алексеев, значит, я должен стоять первый. А если я Яковлев, я буду гарантированно стоять последний. Как это в школе это было. Без жеребьевки? Без жеребьевки это требование закона. Поэтому в данном случае мы первым, безусловно, увидим Губарева, вторым Парахина, третьим Борисова, первым, ну и так далее. Вот пошло по алфавиту. А, Б, В, Г, Д, Я. Поэтому вот такое интересное дело. Ну и, То есть Борисов будет первый, Губарев второй, Николаев третий, и Парахин Парахин четвертый. четвертый. Вот такая вот очередность. А вот по политическим партиям сегодня радуется кто-то, кто получил первый номер, кто-то 5 получил, я, говорит, пятерочник. Ну, в данном случае это уже технологический момент, и с этой точки зрения мне, как избирателю, я возьму бюллетень размером А4. Мне, в принципе, ну что там, взглянуть, я сразу вижу 6 этих политических партий, предпочтение отдам, кому я хочу, безусловно. Группа депутатов «Справедливой России» намерена сломать действующую практику выдвижения кандидатов на должность главы. Вот закон о выборах главы действует с июня 2012 года и прямо указывает, что кандидатом может быть только представитель избирательного объединения, ну, то есть партии. Вот если этот закон примут, такое право появится у самодвиженцев, получается? Ну, законодательной инициативой пользуются определенные лица, круг лиц. С этой точки зрения это их право. Я думаю, что парламент примет решение, но надо учитывать, безусловно, практику, опыт, традиции любого региона. Я знаю, что в нашей стране есть отдельные регионы, где предусматривают самовыдвижение. Ну а с другой стороны у нас есть другая схема. Мы сегодня даем возможность, действующее наше законодательство республиканское, о том, что человек выдвигает на своей партийной конференции, выдвигается и проходит муниципальный фильтр поддержки среди глав и депутатов муниципальных образований, районов и поселений сельских и городских. С этой точки зрения, в принципе, я считаю, что наше партийное строительство, наша ситуация, которая в республике есть по поддержке развития политических партий, вся палитра практически у нас представлена. Если мы говорим о том, что в стране есть 27 политических партий, которые имеют право выдвигать своих кандидатов на любых выборах разного уровня, то в нашей республике сегодня зарегистрировано 20 Евгений Николаевич, у нас буквально несколько секунд до конца эфира остается. Скажите, зачем нужно идти голосовать? Вот. Надо выбирать орган государственной власти.
органы местного самоуправления, это мы с вами уже сказали, главы республики, вот народных депутатов. Зачем нужно Человек реализовывать должен свое знать право? свое конституционное право для того, чтобы реализовывать и избирать своих представителей. Надо знать местонахождение своего избирательного участка, знать, каких кандидатов выдвинули, на кого выбор сделать. С этой точки зрения я просто призываю всех в эти дни голосования 8, 9, 10 сентября прийти на избирательный участок и сделать свой выбор, отдать за достойного кандидата, как человек считает лично. Ну что ж, благодарю вас за беседу. Самое главное, чтобы выборы прошли открыто, легитимно, прозрачно. Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что у каждого из нас появляется в день выборов возможность проявить свою гражданскую позицию. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.